разум или осознанность человека покидают, это, что мешает и дает нам зло, как вред, спешка. Ну что, ребята, погнали. Сегодня я хочу вам в рубрике рассказать про одну животрепещущую тему, которая может вас немножко тронуть, а может быть некоторых не тронет, и они выключат на этом же старте 10-15 секунд это видео. Я сегодня хочу вам рассказать, ребята, про технику безопасности. Техника безопасности — это говорит про то, что человек совершает какие-то действия, техника, да, какой-то способ, метод, а безопасность — это то, что дает ему жизнь и не делает его в окружении опасным, например, чтобы, не дай бог, ребята, что-то стало фатальным. Поэтому, ребята, сегодня очень важно на стенде, на охоте, все мы понимаем, что нам не нужно направлять стволы на человека, нельзя, например, стрелять между людьми, когда пролетает утка или заяц, или любая мишень, по которой вы стреляете. Самое главное правило, ребята, это когда разум или осознанность человека покидают, это что мешает и дает нам зло, как вред, спешка. Спешка, быстро что-то поразить, но когда вот человек видит, пускай любую мишень, которую хочет поразить, у него автоматически включается какой-то, да, автоматизм включается, и он начинает торопиться, торопугой начинается. И это, не знаю, как у вас, но у меня такое было, даже сейчас иногда бывает. Поэтому, ребята, как это убрать, какие есть лайфхаки для этого, ребята? Я на вертикальных видео записывал как бы таблетки или панацеи против того, чтобы человек не торопился. Что нужно для этого, ребят? Не знаю, кто-то может посидеть, успокоиться. Кто-то может, что-то делая, успокаиваться с помощью каких-то предметов тактильно. Кто-то может, например, посидеть один. Вот почему вот некоторые охотники, да, старшие аксакалы, перед тем, как поехать на охоту, они собираются, но они не хотят торопиться. Все делать наспех, понимаете? Им нужно посидеть, попить чаю, или, говорят, посиди на дорожку, или покурить, чтобы подумать, проанализировать, все ли компоненты взяты, ребята. То есть спешка — это не только в тот момент, когда человек стреляет на номере, а также, ребята, мешает тому, когда человек собирается, и то, когда он ведет даже машину. Поэтому у каждого есть своя скорость, ребята. Кто-то быстрый, кто-то медленный, кто-то средний. Нигде нет такого, что плохо или хорошо. Главное, чтобы внимание было достаточно для того, чтобы человек не торопился. Друзья, если вы стреляете и до сих пор используете стандартный приклад, и у вас ничего не получается, и у меня для вас отличная новость. Мы уже несколько лет делаем индивидуальные приклады под каждого стрелка, с учетом вашей анатомии, роста, длины. Все это подбирается по вашим меркам. Если вам интересно, напишите мне в WhatsApp. Ссылка под описанием под этим видео. Так вот, первый лайфхак, ребята. Осознавайте все, что вы делаете. Сейчас я вам покажу. Достань патрон. Но я не буду говорить вслух. Это мысленно. Положи его, ложу. А может быть что? Ну так, даже не понимаешь, и вот так вот, ну, как-то вот упал или что. Знаете, вот на охоте лучше вот осознавать, на стенде осознавать, то есть воспринимать информацию, и чтобы можно было с этими данными что-то делать, воспринимая это. Но когда начинается спешка, когда у нас вдруг вылетает гусь, или пролетает гусь, или взлетает крикаш, чирок, неважно кто, включается адреналин, сердце начинает биться, сразу все бросается, и тут па-па-па-па-па. И вот не то, что вопрос идет о том, что человек может промахнуться, а идет вопрос о том, что в окружении могут быть люди, ребята. Поэтому, чтобы не было фатальной причины, тогда, когда вы делаете дома чистку ружья, даже, скажем, делайте все осознанно. Когда человек осознает, вот я беру шомпол, взял шомпол, беру ствол, ну, со своей, да, со своей скоростью, как говорится. Он открывает, видит, и он тогда запоминает, что там не было патрона, например, что там, что вот все движения, он даже может как бы помнить об этом, например, когда человек. А когда он делает на наспех, быстро, как у меня раньше это было, то человек может, ребята, что-то упускать. К сожалению, это правда, я с этим до сих пор борюсь. Но это очень сильно помогает. Я не буду сегодня говорить, что нужно стрелять на номере, что есть такие рамки. Это все понятно, ребята, по умолчанию. Но для того, чтобы просто человек осознавал и был в настоящем времени, ему нужно просто найти свою скорость и просто понимать, что происходит с помощью наблюдения глаз. И делать это немножко механически, допустим. Механически. Даже когда, допустим, вот летит куча уток, и у него как бы вот все это очень спокойно,
Он контролирует и знает, как стрелять, куда стрелять. Собственно говоря, вот это и есть секрет сегодня, как мы сегодня стреляем здесь на стенде, чтобы не торопиться и полностью заглушить вот это вот автоматическое состояние, как спешка, которое разрушает не только стрельбу, но очень сильно может плохо влиять на технику безопасности, ребят. Вот такое вот видео, ребята. Надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на канал, применяйте, все очень просто. И я знаю, у вас получится.